20 тысяч рублей штрафа и 15 суток ареста. Такой приговор вынес российский суд Алексею Навальному, который накануне инициировал многотысячные митинги в России. Навальный требовал вызвать в суд премьера Медведева, которого Фонд борьбы с коррупцией обвинил в создании коррупционной империи. 27 марта, 10 часов утра, Москва. Тверской районный суд признал Навального виновным в организации несанкционированной акции в столице. Арестовал на 15 суток с выплатой 20 тысяч рублей. Оппозиционер требовал вызвать на суд премьера Медведева, которого его Фонд борьбы с коррупцией обвинил в создании коррупционной империи. Пока мы едины, мы непобедимы! В акции в формате прогулки по Тверской улице приняли участие тысячи людей. Инициатор несогласованного собрания – российский оппозиционер Алексей Навальный. В начале марта его Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева и его возможное причастие к коррупции. Ни сам премьер, ни его представители не ответили на предъявленные обвинения. Поэтому Навальный призвал выйти на акции протеста по всей стране 26 марта. Россия будет свободной! Правительство в отставку! Сам Навальный на акции протеста был с охраной, но спустя 20 минут шествия его задержали. Возмущенная толпа пыталась препятствовать полиции и не дать им забрать оппозиционера. Навального забрали, тысячи митингующих дошли до Пушкинской площади. Именно там ОМОН и полиция начали силовой разгон. Надоело так жить. Понимаете, надоело. Везде, куда ни ткни, везде клин. В экономике клин, в политике клин, в правовой системе еще больше клин. Ну сколько же можно терпеть-то такое? Достало все, ладно, мы прожили уже свою жизнь, а молодежи, как им жить? С такими зарплатами, с ипотеками, ну как жить? Нам надоел этот режим. За 17 лет на посту они не сделали ничего. Кроме того, что... Чего они сделали? 120 рублей пособие на ребенка на сегодняшний день. 8 тысяч пенсия. Увеличили пенсионный возраст. И что они сделали? По последним данным, сейчас количество задержанных в Москве уже превышает 1000 человек. Среди них есть и несовершеннолетние. Относительно большинства составили административные протоколы за нарушение установленного порядка организации митинга. Елизавета Цареградская, Заман, АТР.